В основном нагрузка легла на плечи сотрудников дорожно-патрульной службы. Без жертв на дорогах в Магасе обсудили итоги работы ГИБДД в праздничные дни. О чем говорит статистика? Каждый должен дойти до верхней точки, второй участник встретиться там и потом спуститься к дюшеру. Не смотреть вниз. В Джарахе проходит первенство России по альпинизму. Как прошел первый соревновательный день? Обещали сделать ливневки, благоустроить этот наш угол. Но с тех пор ничего не изменилось. Вы сообщаете, мы освещаем. Рубрика «Под наблюдением». На что на этот раз сетуют телезрители? Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады. Гастрономический халяль-тур Ингушетию посетили туристы из разных регионов. Как встретили и чем кормили гостей? Примерно вот сюда в парк на машинах заезжали, на мотоциклах заезжали. Конечно же, мы подходили, просили, чтобы они сразу же выехали. На страже общественного порядка на улицах городов республики патрулируют народные дружины. Как на это реагируют граждане? На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. Мархаж позади. Жители региона отходят от продолжительного праздника. В это время сотрудники госавтоинспекции, которые работали все эти 3 дня в усиленном режиме, подводят итоги работы и изучают статистику дорожно-транспортных происшествий в период празднования Мархаж. О ситуации, сложившейся на дорогах региона во время выходных, главе республики сообщил начальник ГИБДД по Ингушетии Валерий Ладыгин. Подробности у нашего корреспондента. На встрече с главой Ингушетии секретарь Совбеза Ахмед Зейтов доложил о происшествиях в регионе в период праздничных дней. В числе прочих он перечислил несчастный случай, который произошел в Назране. В результате погиб ребенок. Кроме того, в ходе патрулирования органами правопорядка был задержан молодой человек, который, раскатывая на «Лексусе», производил стрельбу в воздух из пистолета «Вальтер». В общем, обстановка на территории оставалась стабильной. Все сотрудники правоохранительных органов, в основном нагрузка легла на плечи сотрудников дорожно-патрульной службы. Основные развязки, перекрестки, посты службы несли добросовестно, очень корректно. Явно каких-то конфликтных ситуаций с сотрудниками полиции на территории не зафиксировано. Муниципальные органы также осуществляли контроль за территорией. В период праздников не было реализации алкогольной продукции в городах и районах. В свою очередь, начальник ГИБДД Ингушетии Валерий Ладыгин проинформировал главу, что за указанный период произошло 8 ДТП, в которых пострадало 11 человек. Он отметил, что статистика дорожных происшествий показывает, самыми распространенными причинами ДТП становятся нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Основными видами дорожно-транспортных происшествий явились это столкновения, 6 фактов, ДТП, 2 наезда. В 3 ДТП наезды были связаны с наездом на детей. Из них 1 наезд в Жиракском районе, 1 наезд в Малгобекском районе. 1 наезд, как было уже здесь сказано, совершенный в городе Назране на несовершеннолетнего. После проведения проверки по факту ДТП не подтвердился и признан как несчастный случай. В сравнении с прошлым годом количество пострадавших, конечно, уменьшилось. Как у нас, в принципе, погибших нет. С целью обеспечения бесперебойного движения транспортных средств и предотвращения заторов на основных перекрестках автодорог республики нарядом ДПС организовывалось ручное регулирование дорожного движения, особенно в городе Назрань. В преддверии праздника неоднократно через средства массовой информации были организованы обращения к населению республики с призывом о соблюдении правил дорожного движения, о недопустимости грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП. И передачи транспортных средств лицам, не имеющим права управления, а также управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также ежедневно организовывалось выступление через средства массовой информации с целью доведения до населения республики состояния дорожной обстановки республики и проводимых мероприятиях госавтоинспекции. Ежедневно для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на дорогах республики было задействовано до 85 сотрудников госавтоинспекции и 24 единицы патрульных автомобилей ДПС. В
этой связи глава Ингушетии поставил задачу выявить всех нарушителей, которые подвергают опасности граждан, выезжая на полосу встречного движения. Происходит это чаще всего на федеральной трассе «Кавказ» и на внутреннем шоссе в направлении Малгобека. У нас основные причины их высветить, а основная причина там ДТП у нас большая часть. Это скоростной режим и встречка. Выстроить эту ситуацию. Особенно на федеральной дороге. А мы едем, видим, там без причины обогнал и умчался куда-то по встречке. Представить себе, что ты не в потоке едешь, он тебя обогнал, а ты навстречу ему едешь. Твои дети, там, твоя жена, там, твой отец, твоя мать, там, кто-то под него попадется. Об этом мы не думаем. Мы думаем, что это тебя не коснется. Выявлять, работать, там, профилактику проводить. Посмотрите по этому поводу. Здесь надо создать, там, в том числе из ветеранов полиции, в том числе из молодежного парламента, правительства молодежного, в том числе молодежный комитет подключить. Людей вывести, просто на дорогах выезжать, и всех, кто встречку, их надо просто жестко брать на контроль. Усилить работу, продолжить работу по тонировке, растонированию. Начиная, там, как я уже говорил, там, чиновников, не чиновников, бюджетников, там, всех остальных. Кроме того, Юнусбек Евкуров дал поручение подготовить списки особо отличившихся в эти дни сотрудников ГИБДД и поощрить их. Людям, во-первых, рассказать, как сложилась ситуация. Во-вторых, сказать спасибо и автолюбителям за понимание, за мобилизацию, дисциплину. Конечно, здесь в комплексе, если брать, это такая хорошая работа и профилактическая. В мечетях там имамы там каждую пятницу призывали к этим вещам, чтобы они на дорогах вели себя хорошо. Там главы поработали, муниципальное образование. Но основную нагрузку, конечно, вы понесли и целым органам правопорядка, и целым ГИБДД. Ну, поощрение тех, кто сотрудники правопорядка там поработал там, на день ГАИ, чтобы мы там красиво там провели мероприятие. Я, чтобы присутствовал, министр присутствовал, там коллектив поздравить, там поощрение. В том, что по итогам этих праздников тоже посмотрите. Не забудьте там ветеранов в том числе наградить. По случаю ограбления магазина в сельском поселении Приева глава региона дал указание создать рабочую группу. Создать там специальную группу по этому поводу. Это один почерк, уже третье разбойное нападение. Одна и та же группа. Еще не факт, что жертвы нападения все сказали. Сколько там у них забрали, там деньги, не деньги или еще что-то. И каждую неделю вы или я, мы должны эту группу заслушивать. Старших группы по этому разбойному нападению. Подключите здесь в том числе и Федеральную службу безопасности. О ходе следствия по делу о разбойном нападении ответственные лица будут докладывать главе еженедельно. Ферида Миржоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24. В праздничные дни за ситуацией на дорогах республики следили наши корреспонденты. Они также мониторили социальные сети, в которых периодически появлялись видео и фотоматериалы с места аварии. Кроме того, мы всегда находились на связи с оперативным штабом и республиканской больницы. Итоги работы оперативных служб подведет Индира Манкиева. 4 столкновения, 2 наезда на пешехода и 1 опрокидывание. 3 человека задержаны за вождение в пьяном виде. Ни один из праздничных дней не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. Только за один день с травмами различной тяжести в РКБ было доставлено 4 пострадавших. Все обошлось без смертельных исходов или опасных для жизни травм. Дни празднования Мархаш, 3 дня. Больница работала в штатном режиме, в круглосуточном режиме. Поступало много больных, особенно от дорожно-транспортных происшествий, пострадавшие. Если по дням их так распределить, что, значит, 25 числа, первый день Мархаш, поступило из двух ДТП 6 человек. 3 из них госпитализировано, 3 отправлены на амбулаторное лечение после оказания помощи. 26-го следующего дня тоже 2 ДТП, 2 пострадали, из них 1 госпитализирован, другой отправлен на амбулаторное лечение. И вчерашний день поступило 4 больных. 1 девочка пострадала, она в районе Нижних Очелуков, перед близко идущим транспортом стала переходить дорогу и произошел наезд автомобиля. Она у нас находится в реанимационном зале, состояние ее остается тяжелым. Беспредел на дорогах тоже имел место быть. Автолюбители показывали суперспособности своих машин, пренебрегая безопасностью других участников движения.
В Назране, Чулуке, Карабулак, машины в смятку. По словам сотрудников ГИБДД, в этом году статистика намного лучше, чем в прошлом. Вопрос в другом. Почему столь страшные ДТП не учат водителей быть осторожнее? Даже самые безобидные аварии создают большие неудобства для всех участников дорожного движения, тем более в праздничные дни. Ведь на Мархаш дороги и так перегружены, а из-за чьей-то халатности могут образоваться километровые пробки. Сотрудниками ГИБДД за эти праздники проделана колоссальная работа по предотвращению ДТП. За каждым водителем, конечно, не уследишь, но свои результаты усиление на дорогах республики дало. Для обеспечения правопорядка и бесперебойного движения автотранспорта дополнительными силами сотрудников аппарата управления были усилены наряды стационарных постов ДПС. Также с целью обеспечения бесперебойного движения транспортных средств и предотвращения заторов на основных перекрестках автодорог республики нарядами ДПС организовывалось ручное регулирование дорожного движения. В регионе также был создан и оперативный штаб. По указанию главы региона все 3 дня специалисты дежурили у телефона в случае, если в каком-нибудь населенном пункте будут проблемы с коммунальными услугами. Но все же избежать чрезвычайных ситуаций не удалось. Поступали звонки с Алиюрта, с Газиюрта, Барсуков насчет воды. В Алиюрте поменяли насос, подали воду до утра 26-го. Также в Барсуках из-за большого потребления воды была нехватка. Но мы тоже оперативно, бригада водоканала выезжала в Барсуки, Газиюрт, наполнили резервуары. Ну а врачи также информируют, что в этом году в больницу не поступило ни одного человека с пищевым отравлением. Индира Манкиева, Мэрибек Миржоев, Новости 24. Для кого-то Мархаш продолжались и сегодня. Речь идет об участниках акции «Халяль-тур». В Ингушетию приехали туристы из разных регионов страны, чтобы разделить с нами праздник окончания поста. Такой гастрономический халяль-тур в регионе проходит в 3-й раз. Зарема Евлоева расскажет, как встречали и чем кормили гостей. О кавказском долголетии и ингушском гостеприимстве молва по миру ходит не первый век. Современные ингуши этим устоявшимся положительным стереотипам стараются соответствовать. Ведь гость для галгаев – человек особого почета. Для начала туристов знакомят с историей. О храбрых защитниках Отечества и нелегком прошлом народа рассказывает ансамбль памятников. Телеграмму написал царь после того, как он узнал, что ингуши бросились в лобовую атаку на железную дивизию Кайзера. В числе туристов жители разных городов страны. Здесь как пенсионеры, так и студенты. Подруги Серафима Гарагалеева и Дарья Цой билеты в халяль-тур заслужили примерной учебой. Мы учимся в Северокавказском федеральном университете. Мы защищали дипломы, непосредственно связанные с темой развития туризма в СКФО. И председатель нашей комиссии, директор туристической фирмы «Валькирия», подарила нам такую уникальную возможность побывать на празднике, приехать спасти Республику Ингушетию. Нам очень здесь нравится. Мы поражены над тем, насколько трепетно вы относитесь к своим гостям и какое вы внимание уделяете каждому из нас. Моя лучшая подруга ингушка, получается, Мадина ее зовут. Вот, и она очень много рассказывала, мы разрабатывали проекты. Очень хотелось к вам приехать, и вот выпала такая возможность. После экскурса в прошлое пора вернуться в настоящее и вкусно пообедать. Гостей ждут хозяева домов, которые готовы не только отвезти до пункта назначения, но и накормить, а главное показать самые лучшие ингушские традиции. Лариса Сагумян с мужем попали в семью Тамерлана Дзейтова. Хозяйка трудилась у плиты с самого утра. В меню сегодня как классические европейские блюда, так и ингушская кухня. Сейчас, я думаю, они уже давно знакомы, так как к нам очень много приезжает гостей. Наверное, новинку будет вот это вот, я думаю. Если до акции «Халяль-тур» туристам в Ингушетии показывали башенные комплексы, то сегодня их познакомили с самой главной достопримечательностью нашей республики – с ингушскими семьями. Этика за столом, обращение с гостем и особая атмосфера. В ингушском эздиле предусмотрены даже самые тончайшие мелочи. Молодых людей интересует все. За долгими посиделками хозяева успевают рассказать о свадебных церемониях, об уважении к старшим и о самых странных, на взгляд туристов, обычаях народа.
Я поражена гостеприимством хозяев, которые нас пригласили. Также мне очень понравилась экскурсия, которую нам провели. И просто я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Для меня это шок. Событийный туризм активно развивается во всем мире. Искушенные путешественники, которые объездили всю планету, поняли, что самой интересной на Земле была и остается культура народов мира. А в Ингушетии подобный вид туризма зародился всего пару лет назад, но очень успешно прижился. Мне объяснили, что вот так с разных регионов приезжают гости, и захотелось пригласить себе домой и показать наше гостеприимство. Познакомиться, чтобы они познакомились с нашей культурой, традициями. Насладиться всеми изысками местной кухни за один день смогли около полусотни туристов, которых встречали по всему Назрановскому району. Праздничные столы буквально ломились от угощений. Такого королевского приема туристы явно не ожидали. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу, в принципе, развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле очень приятно. Как и положено, в лучших ингушских традициях гостям, которые впервые переступили порог дома, на прощание дарят символические подарки. А уже после обильного застолья гостей ждала экскурсия на свежем воздухе по столице Ингушетии. Зарима Ивлоева, Тамара Цицкиева, Хаваш Гойгов, Рамазан Миржоев. Новости 24. Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с заместителем руководителя администрации главы, начальником управления внутренней политики Муслимом Яндиевым. На встрече обсуждалась текущая работа управления и были определены первоочередные задачи. Глава республики считает, что необходимо усилить взаимодействие с общественными организациями и расширить границы. По словам Юнусбека Евкурова, совместно с Миннацем, Совбезами, управлением по взаимодействию со СМИ, управлению внутренней политики необходимо анализировать не только общественно-политические настроения за пределами республики, но и проводить мониторинг в популярных социальных сетях. В частности, глава отметил, что нужно выявлять людей, которые используют соцсети как площадку для дезинформирования населения и, как следствие, призывают людей к противоправным действиям. Расширить участие именно вас, ваше участие в соцсетях, особенно в блоке комментариев. Потому что все равно это потом выливается в определенное напряжение в обществе. Буквально я сегодня с секретарем Совета Безопасности ставил задачу по задержанию некого там гражданина, который там подозревается в изготовлении там муляжа взрывного там, ну и так далее. Почему-то жена посчитала своим долгом это все в красках расписать и свое обращение и ко мне, и к другим там начальникам выложить в соцсети. Конечно, те, кто пишет внизу комментарии, там есть тоже ряд категорий людей. Есть одни, которые искренне, сердобольно к этому относятся и считают, что это беспредел, веря в то, что написано супругой или там родственниками задержанного. А есть те, которые специально... Есть вторая категория, которые там совершенно до лампочки, просто они пишут и пишут, что думают. Но есть та категория, которая специально под это все заводит там население. Посмотрите, какой беспредел совершает там, ну, что только не придумал. Поэтому вот эта первая категория, которая там искренне, они тоже, впитывая вот эти комментарии, еще больше начинают там возмущаться. Неправильно информированы бывают. Да. Вам надо здесь вместе с Советом Безопасности очень серьезно поработать. Во-первых, выявить этих комментаторов. Можно с ними публично говорить, можно, мы больше сторонники непубличного общения. Ну уж точно там должны присутствовать родители. Их можно поругать, что они пишут того, чего не знают, а можно им обосновать. На примерах, в том числе у нас много таких примеров, когда такая смешная волна, там она поднимается до какого-то предела, а потом, когда люди узнают, они как бы и рукой машут, пару выпускают и все. Поэтому изучите эту тему, разберитесь. Руководитель субъекта также поручил провести встречу с имамами мечетей населенных пунктов и довести до их сведения, что мечеть – это не место для политических заявлений и лозунгов.
29 июня в Ингушетии стартует бизнес-сессия для региона СКФО «Инвестируя в Кавказ». В ней будут участвовать чиновники, представители регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, а также активная молодежь. Подробно о том, что из себя представляет бизнес-сессия, мы поговорим с министром экономического развития Ингушетии Умалатом Таршхоевым. Здравствуйте. День добрый. Так о чем будут говорить участники бизнес-сессии «Инвестируя в Кавказ»? У нас в первую очередь необходимо сказать, кто приезжает. Это приезжают федеральные структуры, федеральные институты развития бизнеса. То есть это в первую очередь руководство таких структур, как Министерство по развитию Северного Кавказа, руководство корпорации развития Северного Кавказа, корпорации развития малого и среднего бизнеса, курорты Северного Кавказа. То есть это те структуры, которые помогают развитию бизнеса на территории республики. И мы в первую очередь расскажем, что сделано нами за прошедший год, за последнее время. Это первое, например, завод АТМ по производству алюминиевых радиаторов. Он построен с помощью Федерального фонда развития промышленности. Фонд развития промышленности выделил кредит в размере 500 миллионов рублей, и частный инвестор свои тоже привлек порядка 338 миллионов. То есть в общей сложности 838 миллионов. Построен хороший завод, качественная продукция. Также с помощью федеральной структуры, например, это структура по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП. С помощью этой структуры мы сейчас привлекли средства для компании «Строймаркет». Они реализовывают проект тоже вот на федеральной трассе, большой торгово-развлекательный комплекс. То есть корпорация развития МСП предоставила гарантии, и за счет этих гарантий данной компании удалось получить кредит в банке. Также по этому механизму мы сейчас финансируем проект «РИАК». Это проект по производству алюминиевых профилей. Здесь задействовано сразу несколько механизмов. И корпорация развития МСП подключилась, выделили гарантию для получения банковского кредита. В то же время Министерство по делам Северного Кавказа помогла выделить кредит. То есть это федеральные средства, тоже там немаленькая сумма. Также по этой программе Министерство по делам Северного Кавказа поддержали проект по производству мяса индейки, это в сельском поселении Южный. То есть мы будем рассказывать о том, что мы сделали, каким образом мы смогли привлечь эти средства. Это именно, опять же повторюсь, такие механизмы, с помощью которых мы можем совместно с федеральными структурами привлекать средства для реализации инвестиционных проектов на территории региона. Далее они расскажут, какие еще возможности открываются, как правильно работать с банками. То есть они со своей стороны подскажут нам, где мы еще можем принять участие. Мы, в свою очередь, отчитаемся, что мы сделали до сегодняшнего момента и что мы реализовываем на территории республики. А в рамках бизнес-сессии планируется налаживание соглашения между предпринимателями? Соглашения не планируется подписывать, нет. Здесь будут и бизнес, представители бизнес-сообщества, и банки. То есть сегодня в любом случае во всей России и в других субъектах Российской Федерации, и также и в Республике Ингушетия, основной проблемой в бизнесе это доступ к кредитным ресурсам. То есть ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Здесь мы будем обсуждать вопросы, как снизить, то есть как улучшить доступ, да, как облегчить доступ к кредитным ресурсам. Это очень важный вопрос именно для активизации бизнеса, для развития бизнеса, увеличения темпов роста бизнеса. И вот эти вопросы будут обсуждаться. Там же пригласили мы и банки, наши местные банки. С ними будем обсуждать, каким образом можем привлекать их средства, то есть, чтобы они более охотнее как-то выдавали кредиты. Мы привлекаем и региональные институты развития бизнеса, это, например, наш региональный фонд поддержки предпринимательства. Также на некоторые объекты мы смогли привлечь их гарантии, то есть под гарантии регионального фонда привлекли
кредитные средства, например, нашего Сбербанка и нашего Россельхозбанка. То есть мы работаем, и здесь будем это обсуждать, как более активно работать в этом направлении. В официальном релизе указано, что цель бизнес-сессии – повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через государственные программы. То есть вы считаете, что местные бизнесмены, они мало информированы об этом? Не только они и информировать будут. В то же время, опять же говорю, там большая часть будет уделена отчету нашему о проделанной работе. То есть программа социально-экономического развития Северного Кавказа, и в этой программе есть подпрограмма развития Республики Ингушетия, соцэконом-развития, подпрограмма. По этой подпрограмме в текущем году финансируются 2 проекта, о которых я сейчас говорил. Это птицекомплекс Южный и РИАК. Финансирование из федерального бюджета. То есть здесь, если раньше были механизмы только, к примеру, финансирования из федерального бюджета или финансирования из республиканского бюджета, сейчас таких механизмов уже нет. Сейчас есть с помощью, к примеру, федеральных средств максимальное привлечение банковских кредитов либо частных инвестиций. Вот эти 2 проекта, они именно по этому варианту финансируются. И здесь это первый раз вышла такая программа. Она пробная, все зависит от того, как она будет реализована, поэтому большое внимание уделяется этой программе. Будем обсуждать эту программу. Мы очень хорошо справились с нашим заданием. Ингушетия одна из, не то что одна, мы первые, кто профинансировал, то есть получил все, отработали правильно все документы и вовремя перечислили средства инвесторам. И они уже начали... То есть нам есть о чем рассказать. Да. Они уже начали реализовывать эти проекты. Спасибо. Я желаю вам удачи. Спасибо. И напомню, что у нас в гостях был министр экономического развития Ингушетии Умалат Ташхоев. Мы продолжаем выпуск. В горной Ингушетии проходит первенство России по альпинизму. Участники соревнований уже поднимались по скальному массиву Кавдаламид. Сегодня парни всех возрастных категорий, а завтра вершину готовятся покорить и девушки. Из Жарасского района Тамерлан Хамхоев. Если упадешь, домой можешь не возвращаться. Таким черным юмором подбадривают юные скалолазы своих партнеров. По 2 человека в команде, страховка, альпснаряжение и физические кондиции. Главные составляющие успеха в покорении скалы. Совсем недавно на этом скальном массиве свои силы уже опробовали опытные альпинисты. Сегодня же эту поверхность штурмуют начинающие скалолазы. Стартуют младшая, средняя и старшая группа. 3 маршрута. Значит, у нас соревнования разбиты на несколько дней. У нас 3 маршрута в один день идет для всех групп, и на следующий день тоже 3 маршрута будет для всех групп. Здесь у нас детское первенство всегда проводится с верхней страховкой. Поэтому на каждой трассе у нас обязательно 2 страховочные веревки для связки. В связке участвуют 2 человека. Естественно, 2 страховочные веревки для связки. Сразу несколько команд пытаются вырваться вперед. Насколько грамотно альпинисты проходят маршрут, видно невооруженным глазом. Судьи ждут у подножия горы. Кто-то страхует, кто-то следит за техникой. Команде из Ростовской области начать соревновательный день с триумфа не удалось. Но это только начало. Первую трассу мы начали неплохо. У нас появились трудности на самом верху, когда уже нужно было спускаться вниз. Трудности произошли из-за того, что неправильно навязали узел и неправильно пристегнулись. Поэтому мы потратили много времени на спуск, а так все было сделано неплохо. Рассчитываем пройти лучше 2-ю квалификацию и выиграть времени там. Следующей на старт выходит команда из Свердловской области. Пока одни спортсмены присматриваются к поверхности скал, первая альпинистская связка готова к отбытию. Эти ребята штурмуют стены Кавдаламита впервые, но опыта в других регионах страны у них немало. Мы двое уже с 2014 года, да, работаем несколько лет вместе. Что нам сказали в последнюю очередь об этих соревнованиях, мы за неделю давай собираться, собрались, поехали, все. Ну, будем работать на старом порохе, то, что натренировали раньше. Ну, ожидает очень серьезная борьба, на самом деле. Например, там с Томской областью, вот, ну, вот с ними уже в прошлом году как-то так зарубились жестко, потому что они сначала на первом этапе нас выиграли, а мы их на 2-м этапе выиграли. И вот получилось так, что мы в прошлом году 1-е место заняли. И вот в этом году мы тоже соревнуемся. Этот вид спорта один из самых прозрачных с точки зрения судейства. Успех зависит от самих спортсменов. На штурм скалы участникам дается 40 минут. Кто-то успевает уложиться в срок, а кто-то останавливается на полпути. Если неправильно распределить силы, быстро устаешь. Результаты разные. Есть кое-кто и сорвался. Некоторые команды
все покажет конечный результат, но разная подготовка, скажем так. Каждый должен дойти до верхней точки, второй участник встретиться там и потом спуститься дюфером. Ну, это технические элементы многие, которые здесь применяются. Участники, которые сегодня не соревнуются, смотрят на выступления своих коллег. Подсказки для альпинистов очень кстати. И если некоторые спортсмены четко следуют выбранной тактике, другие учатся на собственных ошибках. Работай, работай, работай! Побыстрее нужно! Это был только первый соревновательный день. Промежуточные итоги подводить еще рано. Выступление девушек запланировано уже 29 июня. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Совсем скоро в Магасе откроют ингушское отделение Почты России. Здание построили меньше, чем за год. В настоящее время в нем ведутся отделочные работы. Открытие объекта приурочат к юбилею республики. Ну а когда это произойдет, знает Мария Мистоева. Ежегодно Почта России вводит новые виды оказания услуг. И для улучшения качества обслуживания населения в нашем регионе еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России Дмитрием Страшновым было подписано соглашение о взаимодействии между федеральным почтовым оператором и республикой. У меня как главы субъекта нет ни нареканий, ни замечаний. Есть полное взаимодействие с вашими подчиненными. Что же более есть здоровая инициатива снизу в этом плане. И я, по крайней мере, за 2 года, если так вспомнить, не видел особо жалоб населения в работе почтовых работников. Сами почтовые отделения в своем большинстве за последние 3 года приведены в соответствие с нормами, но есть те почтовые отделения, которые требуют, конечно, не только капитального ремонта, но и, наверное, сноса и построения новых почтовых отделений. Почему? Потому что находятся приспособленные помещения. Должен отметить, что действительно я высоко ценю отношения, которые сложились между нашими коллегами и руководством администрации республики. Это действительно для нас в определенной степени, наверное, является таким хорошим показателем и, наверное, примером для всех, не только Кавказских республик, многих других республик, других регионов, которые удалось объехать. Это взаимопонимание, это поддержка, это действительно участие в жизни Почты России. Ну и, соответственно, Почта России тоже старается здесь оставаться на уровне и, в том числе, достойно оказывать весь спектр социально значимых услуг, да, и, в общем-то, быть достаточно активным игроком социальной и политической жизни республики. Соглашение дало свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели 3-этажное здание нового управления, которое отвечает всем современным требованиям. И здесь предусмотрены все удобства как для абонентов, так и для сотрудников. В здании 3 этажа плюс подвальная зона. За последний месяц к объекту были подведены все коммуникации и проверена их исправность. Дело осталось за малым – провести внутренние отделочные работы и установить необходимую технику. По словам рабочих, оборудование и мебель уже закуплены. Теперь они ждут монтажа и установки. Строительство начато в 2016 году, в прошлом году в ноябре месяце. Выполнены все техэтажи, выполнены подвальное помещение. В принципе, ведутся все отделочные работы, подведены все коммуникации, инженерные сети. Но в основном осталась только отделка. Все кровельные работы, все работы закончились. Остались отделочные работы и осталось благоустройство. Но так как погода вносит свои коррективы, у нас благоустройство будет немного оттягиваться из-за дождей. А в основном все сделано согласно всем правилам СНИПа, ЕНИРов. То есть, соответственно, все четко и правильно. Подрядная организация, которой и велось строительство объекта, ручается за качество всех работ. И считает, что главное – ответственное отношение к своему делу. Открытие объекта запланировано на 15 июля к 25-летию республики и Дню Почты России. Уже очень скоро все эти пустые кабинеты займут сотрудники отделения. С правой стороны у нас будет располагаться почта-банк, там же будет банкомат, то есть люди могут оплатить счета там за свои жилищные, коммунальные услуги и так далее. На 2-м и 3-м этаже, а также в техническом подполье планируется размещение сотрудников управления федеральной почтовой связи. В старом здании управления Почты России не было всех необходимых удобств. Отсутствие складских помещений, места для информационно-вычислительного центра. Здесь же площадь нового объекта позволяет не только решить эти проблемы, но и с открытием нового здания управления штат ведомства будут расширять. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.
В рамках рубрики «Под наблюдением» мы продолжаем принимать сообщения телезрителей. На этот раз к нам обратились из Сагапши с просьбой разобраться в вопросе ликвидации незаконной мусоросвалки. На место выезжала наша съемочная группа. Слово Марине Муталиевой. Еще метров 20 мою, у нас 15 детей, Жительница сельского поселения Сагапши жалуется на невыносимый запах, который днем и ночью стоит в округе. Здоровье и так не балуют, а тут еще эта свалка, восклицает она. Кому не лень, все забрасывает сюда. Тут невозможно дышать. А то, если у нас много детей, берешь, далил мостик мечиос, сейрин арвал чевал, шкуаик не шакалыш, хочу уехать. Просим, как доколит. Строительный и бытовой мусор повсюду. Бетонные блоки и большие острые камни небезопасны для детей, которые часто проводят здесь свои будни. Не говоря уже о самой яме, в которую нетрудно угодить. Ситуация, мягко говоря, не радует. Нет нормальной дороги, по которой скорая могла бы проехать к больному. Между тем, в этих домах живет немало пожилых людей, которым крайне необходима помощь медиков. Хади Галаева уже 7 лет не может достучаться до местных властей. Каждый раз ликвидацию свалки откладывают на потом. Съемочная группа выехала в администрацию села, однако на месте никого не оказалось. Телефонные звонки в приемную также остались без ответа. Жители сельского поселения просят вышестоящие инстанции обратить внимание на их проблему и надеются, что после нашего материала отсутствие элементарных благ цивилизации останется для них в прошлом. А вот еще одно видео, только на этот раз от жителя города Наздрань. Обещали сделать ливневки, благоустроить этот наш угол Победы улицы. Но с тех пор ничего не изменилось. Асфальт положили, ничего не изменилось. На пересечении улицы Победы и переулка Барахоева напрочь отсутствуют ливневки, заявляют местные жители. Вот видите, вот эти вот берега, которые вот сделали, баррикады. Вот любой дождь, и нас сразу затапливает. Вот все дома здесь все затапливаются. Моментально. Кто так по-варварски решил исправить ситуацию, неизвестно. По закону сливать ливневую воду в канализационный люк запрещено. Жители не раз обращались в местную администрацию, но никакого результата нет. Несмотря на то, что еще 2 года назад местные власти обещали все исправить. У работников администрации свое тому объяснение. В целом проблема стоит всего по всему городу. В городе Назрань отсутствует ливневая канализация. Должного порядка ливневая канализация, она отсутствует. А то, что проходит по улице Победы, это не сколько ливневая канализация, сколько ливнесток, водосброса городского пруда. Итог: необходимо менять всю систему полностью. Следующий материал от жителей сельского поселения Плиева. Вода уже долгое время бесцельно льется по улице Партизанская после прорыва подземной водопроводной трубы. Ситуация изменилась лишь после публикации в соцсети. Часто она ломалась здесь, пробивала воду. Как давление есть, сразу пробивала. Особенно ночью, под утро. Но сейчас пришли, вчера заменили его трубу. Вот этот кусочек метров 3 они заменили, но все равно дальше линия, она уже гнилая. Ее полностью надо менять. На Партизанской когда-то жил генерал Сулумбек Асканов, а сегодня здесь проживает его семья. Вероятно, именно этот аргумент послужил для администрации поводом немедленно заменить трубу. В селе еще много таких участков, есть те, которые даже чуть посложнее. Поэтому мы ставим график, согласно этому графику проводим замену трубопроводов. Ну и это тоже, к сожалению, не ручей, а еще одна лопнувшая труба, но уже по улице Картоева. Очевидно, что полувековые водопроводные сети уже не в состоянии обеспечить местное население бесперебойной подачей воды. Власти только и успевают латать дыры. Марина Муталиева, Адам Далаков, Мейрбек Миржоев, Новости 24. В хозяйстве Хашагульгов готовится побить собственный рекорд. В этом году аграрии планируют собрать более 50 центнеров пшеницы с 1 гектара. Кроме того, в предприятии ожидается большой урожай овощей. Слово Марии Местоевой.
Земли КФХ Хашигульгов с высоты птичьего полета больше напоминают лоскутное одеяло разных цветов. Эти желтые полосы с золотыми колосьями – пшеница. Здесь она растет на 300 гектарах. Погода в этом году была благосклонна к аграриям, и в хозяйстве только с 1 гектара пашни планируют собрать более 50 центнеров зерна. И уже очень скоро по этому полю будет прочесывать полосы комбайн. Это поле у нас самое первое созреет, я так думаю, потому что он больше всех уже пожелтел. И я думаю, это поле даст урожай очень хороший. Ну, в пределах 50 центнеров я гарантирую. Может, чуть перевалит, но 50-100%. Очень хорошее поле. Уже через неделю-две от силы уже убирать будем пшеницу. Комбайн готовый уже стоит. А вот ранняя картошка еще не до конца созрела. Ей тоже необходимо дать несколько недель. Для картофеля в хозяйстве, кстати, отвели больше всего места. Клубни растут на 430 гектарах. Особых проблем в процессе у аграриев не возникало. А непогода и частые дожди были лишь на руку. Правда, обильные осадки имели как плюсы, так и минусы. Мы 3 сорта посадили картофеля. Рамона, Рокко и Удача. Дожди, они помогли росту хорошо. Ну, мешали уничтожить жук колорадский. Если дождь пошел, мы опрыскивали, он бесполезно бывает. Снова проходится повторно. Расход большой был. Но все равно мы успели. Все 3 сорта картошки, которые посажены на этом поле, уже очень скоро появятся на местных рынках. Предприятие твердо намерено зарекомендовать себя на рынке как надежного поставщика качественной продукции. В этом году аграрии планируют собрать рекордное количество урожая. Только в одном клубне находится 19-20 картофелин. Причем это их не окончательный размер. Начать уборку планируется в первых числах июля. И к тому времени они достигнут веса примерно 400-500 грамм, самые крупные. Помимо зерновых и картофеля, КФХ Хашигульгов выращивает и помидоры. В этой части хозяйства на 13 гектарах только недавно зацвели томаты, а урожай появится как раз к сезону закатки солений. Ну, сейчас он как раз в расцвете, видишь, расцветает полностью. Через месяц уже будут маленькие, появятся помидоры. Ну, через 2 месяца он созреет, я думаю, и будем убирать, сколько успеем. А так слишком много будет помидоров. Хватит, короче, на всех. На нашу республику тем более хватит. Но и это не все. Предприятие является пока единственным в Ингушетии, на чьих полях растут бахчевые. 15 гектаров заняли арбузы и 5 дыни. Правда, пока это еле заметные ростки. Из-за непогоды аграрии в этом году засеяли эти поля немного позже обычного. Но уже через 2 месяца вся земля будет усыпана зелеными полосатыми мячами. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Они на страже общественного порядка. На улицах городов республики патрулируют народные дружины. Принцип работы такой же, что и десятки лет назад. Представители общественного объединения совершают обход по отведенной им территории и следят за порядком на улицах. На одном из дежурств присутствовал Руслан Албогачиев. Рабочий день в городе подходит к концу, но только не у членов добровольной народной дружины. В 18:00 они заступают на дежурство и до 23 будут нести добросовестно службу по охране общественного порядка. Небольшой инструктаж, и дружинники отправляются патрулировать городские улицы. Пока в Назране все спокойно, никаких нарушений со стороны граждан не наблюдается. Бывало, вот примерно вот сюда в парк на машинах заезжали, на мотоциклах заезжали. Конечно же, мы подходили, просили, чтобы они сразу же выехали. Ну, бывало, недовольные люди, молодежь такая, горячая кровь. Все равно слушались и вроде нормально расходились. На этом вечер еще не завершен. Наш патруль решает проверить район городского пруда, где на перилах ограждения водоема сидит молодой человек, забравшись ногами на лавочку. И тут первое замечание от руководителя добровольной народной дружины. Жители города, видя молодых людей в жилетках ДНД, приветствуют народных дружинников. Многие, глядя на них, вспоминают советские времена. Я думаю, что нужны, потому что
все-таки они поддерживают общественный порядок. Первое упоминание о создании народной дружины в России приходится на 1881 год, когда в Москве накануне вступления на престол императора Александра III была создана добровольная народная охрана. С тех пор дружинники оказывают содействие властям в поддержании порядка во времена приезда высших особ и при проведении крупных государственных торжеств. В наше время, в соответствии с федеральным законом об участии граждан в охране общественного порядка, в 2013 году ДНД была создана в Назрани. Это настоящая боевая дружина, которая несет службу по охране общественного порядка, а также помогает налаживать диалог между общественностью и полицией. Вот на моей практике, когда мы подходим, делаем замечания, больше половины людей воспринимают это нормально, просят прощения, заверяют, что больше этого делать не будут. Но встречаются и такие, которые ведут себя неадекватно. С нами, как правило, всегда бывают представители участковой и уполномоченной службы. Вызывается наряд, и по этим людям применяются какие-то штрафные санкции. На сегодняшний день, согласно федеральному закону, граждане России могут принимать участие в охране общественного порядка. Это помогает сохранить спокойствие в обществе как в отдельных регионах, так и по всей стране в целом. Все зависит от степени вовлеченности населения в эту сферу и заинтересованности самих граждан в поддержании мира и порядка в своем регионе. Руслан Албогачиев, Адам Далаков, Новости 24. Для наших коллег с национальной радиостанции «Мархаш» прошли в режиме прямого эфира. Все эти 3 дня ведущие радио несколько часов находились на связи со слушателями, которые поздравляли жителей региона с праздником. Не будет привлечением, если я скажу, что радищики приняли сотни звонков. Об этом они сами расскажут в материале Мадины Пугоевой. Большой интерактив на национальном радио вызвал шквал звонков от жителей республики. Пока все праздновали окончание священного месяца, ведущие в эфире принимали поздравления от своих слушателей. Специально для них руководство НТРК Ингушетия впервые организовало многочасовой прямой эфир. С 9 утра и до 6 вечера в течение 3 праздничных дней на волне 88 FM не утихала национальная музыка и приветы от дорогих радиослушателей. Звонили нам очень интенсивно. Линии, кстати, телефонная линия была перегружена, потому что говорили те, кто звонит, что по несколько раз, даже несколько десятков раз люди звонили, не могли дозвониться. То есть не было того момента, не было такого перерыва, что человек берет телефон, наш звукорежиссер, и уже ложа эту трубку обратно на место, то есть очередной звонок, шоу. Диалоги с ведущими выдались довольно насыщенными и интересными. Говорили о национальной кухне, о многовековых традициях, о том, как вести себя за праздничным столом и стоит ли дарить мужчинам платки. Такое живое общение не просто подарило море позитива радиослушателям, но и оставило незабываемые впечатления у самих ведущих. Был такой интересный случай у нас, когда парень позвонил и сказал, что он едет к своей бабушке, что она слушает радио, что он никак не может до нее дозвониться, что он застрял в пробке. На нас язык сатухло. Вот такой тоже случай был. Было очень интересно. Даже в первый рабочий день после праздников телефонные звонки не прекращаются ни на минуту. Радиослушатели поздравляют своих родных и близких. Алло, дади Калч. Дальше дади Киошина. Амин, амин, дал Марк Абл Халат Хак Бусуб Мелворсаги, Хайцаха Алла Тхук Ханц. Мамад няка вудыш вахавети. А Мархаш долчхан фудалырцы някат мыштертик обстановка. Сатинер мыштер. Вот так ведущие национального радио подводят итоги 3-дневного праздника. Кто-то делится впечатлениями от прошедших выходных, а кто-то просит водителей быть осторожнее на дорогах республики. Звонки от радиослушателей принимает и новая ведущая Диана Заурова. Девушка работает здесь уже 5-й месяц. Поначалу, признается она, поддерживать беседу с дозвонившимся было нелегко. Сейчас, конечно, я чувствую определенную легкость, и легкость мне дается именно потому, что слушатели мне ее дают прежде всего. Они звонят очень часто, и практически не бывает у меня такого момента, что мне как-то приходится, то есть усложняется моя задача радиоведущей. То есть мои слушатели мне помогают, можно сказать, в моей работе, и я хочу их, конечно, отдельно поблагодарить за то, что они есть, и за то, что они слушают в первую очередь национальное радио. Эти мархаш выдались насыщенными не только для тех, кто поздравляет и принимает поздравления, но и для работников национального радио. А потому атмосфера праздника до сих пор не покидает студию. Мадина Пугоева, Аслан Героев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.